Так. Видно ли меня, слышно ли меня? Видно ли меня, слышно ли меня? О, видно. Видно ли меня, слышно ли меня? Так, приветствую всех. Ассалам алейкум, приветствую всех. Так, подождем пару минут, пока соберутся. Так. Я тебя 2 раза услышал. Дейрир салам маршал хуль. Так, собираемся потихонечку. Привет, Сергей. Почему внезапно? Я еще днем, по-моему, выложил уведомление. Ва алейкум салам. Дейрир салам маршал хуль. Ва алейкум салам. Маршал хуль. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам. Только увидел. Понятно, Сергей. Салам из Биной. Туман Кавказа. Салам Биной. Когда порвешь русский паспорт? Я его потерял, у меня нет русского паспорта. К сожалению, порвать не смогу. Точнее, возможно, я его найду. Но пока его у меня нет. Я надеюсь, найду. А ты порвал уже, Халидов, свой паспорт русский? Ва алейкум салам, ва алейкум салам. Аслан, не могу скачать последний твой ролик. Может, с адресом не так? Убью тапочком. Не знаю, не знаю. Когда вы скачиваете, обязательно просьба у меня к вам. Ссылку на мой канал. Ссылку на канал, чтобы был. Привет из Львова, брат. Жека Вольнов. Привет, Львов. Так. Büyüstik Kula Aslan Nohçuboz. Dal Wizil, Hayol Büyüstik Nohçuboz. Нет, нет, Йокада Бабай. Аслан, ты сдал чеченским детям на забаву клочки русского паспорта. Я его потерял. У меня он во время переезда был потерян. Ну, я думаю, он где-то есть, его надо найти. И после этого отдам его на съедение волкам. Марк Робинсон. Ассаламу алейкум, Аслан. Кто из муфтиев был в Чечне, когда объявляли священную войну? И где они сейчас? Ва алейкум салам, Марк Робинсон. Ты, наверное, имеешь в виду первую, да, российско-чеченскую войну? Ты о ней, да, говоришь? Ну, возможно, муфти там Кадыров Ахмад объявлял джихад, было дело. И еще я помню, один саблю достал в мечети рядом, это уже во вторую было, да, уже русские напали, уже они зашли на нашу территорию, это было во вторую русско-чеченскую войну с Масхадовым такой в теле, мол, сейчас он рядом с Кадыровым тусит постоянно. Так, привет, Аслан, Украина приветствует. Привет, Иван Ведас. Туман Кавказа, ты чеченец, имя твое осетинское. Не осетинское, оно тюжское, мое имя. Да, это был Нохчи Грозным. Это был Баяли Тевсиев, да. Достал меч. Сейчас он вложил свой меч в свои ножны.
Якорный бабай. Аслан, так бывает, дешевые вещи быстро теряешь. Да. Роберт Мут, Аслан, привет. Сделай стрим или интервью с Адамом Осмаевым. Ну, с удовольствием. Привет, кстати, Роберт Муту. Кем был Саид Амиров, Ева Грин? Саид Амиров был мэром Махачкалы и преступником. Бак Астронг. Аслан, почему не сделать чеченцам референдум в европейских странах, чтобы легитимизировать больше Ахмеда Закаева? Но если мы будем делать референдум для легитимизации Ахмеда Закаева, то это уже будет незаконно, да? Потому что не проводится референдум для легитимизации конкретного человека. Если провести просто референдум, да, такие предложения у нас ходят тут, общение среди разных людей ходят такие вещи. Ну, знаете, это приведет к тому, что, ну, во-первых, это будет незаконно, потому что референдум должен проводиться среди всего народа, так как у нас большая, возможно, половина, часть народа находится в оккупации, в заложниках. Поэтому это будет незаконно. Это ерунда, короче, получится полная. Это не будет соответствовать ни нормам права, ни обычной логике, даже если избрать кого-то другого. На сегодняшний день мы находимся в состоянии войны, да, действует закон военного времени. И нет необходимости проводить какие-нибудь референдумы. Так, далее. Так, я сейчас перелистаю все. Так, Эдуард Мамедов. Салам, Аслан. Как вы думаете, что нужно делать, чтобы избежать предыдущей ошибки? Салам, Эдуард. Ну, во-первых, их изучать, Эдуард. Их изучать, смотреть на них. И неважно, кто это был. Басаев это был, Масхадов был, Дудаев был. Неприкасаемых в этом плане не должно быть никого. Мы должны со всех сторон рассматривать наши ошибки и, конечно же, извлекать из этого какой-то урок. Конечно же, надо это все изучать и быть объективным. Не надо это выносить на публику, не надо это, чтобы знали враги, обсуждать, но, между прочим, надо смотреть. Так, ассаламу алейкум, ассалам. Тюренгия на связи, Нохчи Ишкирит. Ва алейкум салам, Тюренгия. Мансур Дудаев. Аслан, там Нотр-Дам горит во Франции. Да, интересно. Интересно. Турко Арсимеков. Как этого брата зовут? Меня Аслан зовут, если речь обо мне. Так. Аслан, Кирва, говорит, скинул тебе перевод с французского языка. Да, я получил, я все знаю. Я его под видео пока разместил, и его нужно внести как титры. Пока я ссылкой, что в комментариях есть на французском языке, все это разместил. Просто это очень долгая и нудная работа. Очень долгая. Очень сложно. Особенно, когда ты не знаешь язык, когда ты не знаешь, что куда разместить. Мне когда на английском прислали, мне прислали посекундно, поминутно, где все вот это должно находиться. И то это заняло очень много времени и моих нервов. Так вообще это очень долгая работа. Машвол Аляслан, Машал Хуль, Туркор Самиков. Так, о связи вариант. Я связи Нохчиборс. Юдер со связью Шук Нохчиборс. Можно ли выйти со мной на связь? Конечно. Инстаграм, Фейсбук, здесь, e-mail, все имеется. Связь имеется. Ассаламу алейкум, Асан. Где ты был до сих пор? Почему мы не знали о тебе до этого? Фред. Алейкум салам, Фред. Ну, вот так вот. Всему свое время. Инжектор-конструктор, инженер-конструктор. Аслан, ты знаешь историю чеченского сопротивления в 30-е годы? Кто возглавлял?
Да, я читал Абдурахмана Автурханова, это, кстати, очень всем советую почитать. Да, там были разные руководители, одного из них а, Исмаилова заказали, по-моему, лично Берия, по-моему, приказал Абдурахману Ахтарханову его убить. Они вместе учились. Он, кстати, был адвокатом. Исрапилов, по-моему, фамилия была. И Абдурахман Ахтарханов ушел, короче, на запад. Так, супер Батман. Ассаламу алейкум, дядя Стан. Начну с вопроса, с вашего позволения. Недавно видео смотрел о том, что япончика выпустили с тюрьмы в 90 для того, что он победил чеченских бандитов. Это правда? Ва алейкум салам. Ну, возможно, правда, я не знаю. Япончик был их агентом, все вот эти воры, институт воров в законе создавался для контроля за преступным миром. Да, Хасан Исраилов, да, Нисбоа, Нохчик Грозный, я его фамилию забыл. Цапная Остворца, с ними был еще один, был парень, тоже вместе с Хасаном, они вместе подняли восстание. Так вот, Супер Батман, вот этот институт воров в законе, он существовал под контролем НКВД, КГБ и так далее. И, наверное, япончику надо было победить чеченских бандитов, но это никому не удалось. Хотя применялся весь аппарат, да, чеченские бандиты. И среди чеченских бандитов тоже были агенты, которых вербовали. Но их не так много было, и поэтому было сложно справиться. Так, Йокарный Бабай. Аслан, у Рамзана подрастает 3 сына. Как ты думаешь, какие должности им припасены к 20-летию? И вообще, в целом, как думаешь, сколько времени понадобится, чтобы эта семья заняла все места? Они плодятся. Не знаю, я не знаю, Йокарный Бабай. Ричард Сваровский. Как пожертвовать $2 миллиона в США на нужды революции? Мой PayPal находится в описании под видео. Ричард Сваровский. Дэн, Аслан, я видел чеченца в 2014 году. Он с ДНР ехал. Летняя одежда и тапочка без документа. Он сам с Воронежа. Думаю, он не угодил по ополченцам, из-за этого у него отняли паспорт. Без паспорта его в Российскую Федерацию не пускают. Так, понятно. Сергей Украина, добавь меня в друзья в ФБ. Я кинул запрос. Сергей, у меня так много там запросов на добавление, друзья. Меня одно время очень сильно атаковали эти тролли, и я уже просто только знакомых беру. Сергей, напиши мне под этим видео свой ник в Фейсбуке, если там как-то Сергей Украина, чтобы напиши, он там сохранится, я его обязательно увижу. Я тебя разыщу там в Фейсбуке. Так, Аслан, паспорт гражданина Ичкерии действительно в Европе? Maybe. Конечно, действителен. Только он не противозаконен. А так, кредит получить вы в банке по нему не сможете. Так, Йокарный Бабай. Так, это было все. Я перелистываю опять. Так что на меня не набрасываться. Так, Михаил Лаурент. Аслан, рад видеть тебя. И я рад тебя читать, Михаил. Эдуард, всем привет. Привет, Эдуард. Эдуард Мамедов. Я с вашим предыдущим высказыванием совершенно согласен, что нужно беречь себя и выходить на дипломатическую войну и объединяться. Совершенно верно. Сенатор А. Салам алейкум, брат. Ва алейкум салам, сенатор А. Йокарный Бабай. Еще Джохар говорил, что единственная сила вражки это воры в законе. Что уж говорить, если возглавляющий Росгвардию золота был охранником у какой-то бандюги. Йокарный Бабай, это же бандюги-то, это их люди. Это же не так, что вот он бандюга и его охраняет ФСО. Нет, это человек, который полностью контролируется, а возможно и действующий офицер. У меня был такой один случай,
ну, сейчас я его не буду весь рассказывать. Короче говоря, человек отсидел 10 лет в тюрьме, имел воровские вот эти звезды на плечах и был генералом. Потом уже перед смертью, он уже с этими звездами, все, лежал в постели, он был генералом как его, ФСБ. Мурат Орс. Аслан, отличный анализ ситуации в Ингушетии. Спасибо. Аслан в Фейсбуке, какой у тебя ник, говорит Чечен 095. Аслан Арцуев, Аштсуев есть, и Арт в конце просто такая, и есть W. Чечен 095. Вот по Фейсбуку можно связаться. Так, ассаламу алейкум, Аслам, Магомадов Арсенга. Кто из себя представляет Рубати? Кто она? Ты знаешь ее? Ва алейкум салам. Я знаю Рубати. Рубати живет в Берлине. Мы были на митингах, я с ней виделся. Там на разных мероприятиях виделся. Ну, это, по-моему, она, ну, я не знаю, какую она должность занимает. Ну, она с первых дней была на войне, защищала, награждена, по-моему, всеми наградами, какие у нас есть. Она такая боевая тетка. А так, ну, ничего больше не могу сказать. Карл Горвальд. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Давид Попко, привет, Аслам, привет всем. Привет, Давид. Так, ФСБ Россия. Ассаламу алейкум, моему брату дали 8 лет лишения свободы, потому что он избил полковника Росгвардии. Это где, алейкум салам, это сейчас в Ингушетии дали? Уже не могут так быстро дать, я так понимаю. Это сейчас ему дали или когда? Так. Я об Иванов. Ассаламу алейкум. Смотрел интервью Шевченко на канале Аль-Кифая. Нет, я об Иванов. Алейкум салам. Не смотрел. Аллай. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Леди 18 минут, говорит Чинко Сардала. Так. Это он и отвечает. Эфир. Да, эфир начался в 9 часов по Берлину. Слава Украине, слава Вильной Чечни. Героям слава. АМ говорит. Ну чего, дядить, мичуа ответ дилдер му язину ала. Ну где ты написан, спрашивает Нохчи Борз, и где я отвечу? Я везде отвечаю, везде. Напиши в Инстаграм, напиши в Фейсбук. Так, Абдулла Ночь, Аслам, брат Тумсо, убежище в Германии отказали. Почему это не знаешь? Нет, не знаю. Не знаю. Ипполит Матвеевич, маршал, Аслам, маршал, Хаиль. Башир Мистоев, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, салам. Чоди код дал Бухаста. Так, Нохчи, антиприкол. Аслан, геноцид сеченцев. Альол видео немцой, Англии, французский перевод чинил. Текст Езерсун, где их найти? Понял. Под видео найти. Я тебе могу, если ты вот под этим видео напишешь комментарий, или там укажешь свой какой-нибудь e-mail куда-нибудь, я тебе могу их потом прислать. Просто тут я сейчас это не найду, вы сейчас тут потеряетесь, а потом, если вы пишете под видео, не на комментарий вы отвечаете, а когда просто пишете комментарий, я практически все всегда успеваю читать. Просто дальше я уже уходить не берусь. А так, если напишешь, я тебе скину. И на английском есть, на немецком есть, и на французском есть. Так, смерть оккупантам, Нохчи Ишкириец, говорит. Бор 74, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, ва алейкум салам. Ва алейкум салам, свободная Чечня. Просто Магомадов не пришли. Да, хорошо. Салам алейкум. Просто Магомад, ты мне про тексты говоришь, перевод этот? Так. Хаджа Насреддин, салам маршал, дорог Аслан, Дейлер, салам маршал, хуйль, Хаджа Насреддин.
Так, часть вторая, 318, да, грозит 8 лет. Грозят, ну еще не дали, да? Это имеешь в виду за вот эти ингушские события сейчас, митинги. Да-да, это очень сейчас сурово наказываются. Это показательное наказание будет. Они так любят делать. Да, и Дитмегер, да, надо проводить опять же эти митинги и требовать, чтобы отпустили этих людей. Если пока вы сейчас организованы, это надо отстаивать всем, а то отдаются какой-нибудь группе там юристов или группе правозащитников, которые пишут, а в России закон не действует. Я это со всей ответственностью заявляю. Ты можешь быть соловьем в суде, иметь стопроцентные доказательства, но если уже заготовлено и передано в суд, то человек срок получит. Это стопроцентно, потому что, ну, 99%, потому что сейчас оправдательных приговоров меньше, на минутку подумайте, чем во времена Сталина. Представляете, да? Так. Ассаламу алейкум, кризис. Админы, все, кто увидел, сообщал. Алейкум салам, алейкум салам. Так, салам алейкум свободному народу, Рустам Дудаев. Алейкум салам. Так, Куба, Аслан, салам ашал, ду Франции. Лелер, салам ашал, хуйль, Куба. Так, Аслан, скажи про Аюба Титиева, Турку Арсемиков. Ну, Аюб Титиев, все вы знаете, Аюб Титиев, правозащитник, человек, который много сделал, который многого многие не знают, что он делал, но он огромную работу провел, и ему подкинули наркотики. С чем это связано, пока я не знаю. Но у меня есть соображения по этому поводу, почему его арестовали, почему ему подкинули наркотики, и почему его сейчас судят. И я думаю, после суда я смогу вам это сказать. Но это еще не точно, я этот момент согласую. И если можно будет сказать, Аюб Титиев 60 лет было на момент ареста, сейчас уже побольше. Ну, вот такого вот плана. Посадили невиновного человека, обвинив в том, что... Ну, это стандартно, это стандартно. Ассаламу алейкум из Баку, Арас Урбан. Алейкум салам. Так, у нас уже 304 человека. Потихоньку собираемся. Так, Ёкарный Бабай. Что думаешь насчет Хачилаев? Они были предателями, которые сначала были против России, а потом стали депутатами. Предали ли они Шамиля? Я не знаю, Ёкарный Бабай. Ничего по этому поводу не могу сказать. Так, Черси Стайл. Если придет развал России как СССР, что, по-твоему, ждет Чеченскую Республику? Ждет вывод войск и полная деоккупация нашей страны. Но сам вопрос, что сделает эта власть, вот эта преступная путинская власть, перед развалом России? Вот вопрос. Это очень важный вопрос. Они нас могут бросить в топку, чтобы продлить хотя бы на день свое существование. Аслан, твое отношение к Мустафе Джамилеву? Я Вайчик В, говорит, Вайчик Б. Я с большим уважением отношусь к Мустафе Джамилеву. Мустафа Джамилев настоящий патриот Украины, настоящий патриот крымско-татарского народа. И когда ему Путин предлагал сулил ему большие посты, много чего сулил, все равно он пошел против этого и не сдал часть украинского народа, крымско-татарский народ, который он возглавлял, не сдал этому бандиту Путину. Ночи Грозных. Саваш, видел, как Кадыров собрал журналюх, призвал активнее работать против евроблогеров? Да,
видел, большая была группа. Ну, конечно, они и так работают, я не знаю, чего он сейчас. Ну, наверное, сейчас надо блогерством заняться. Уже есть кое-какие блогеры, которые прикидываются как бы не такими, и при всем при этом за этих. Поэтому, ну, не знаю. Ну, за правду легче, да, достаточно включить, и вы знаете, что мы говорим правду, да, блогеры, которые говорят правду. Это легко. Ничего выдумывать не надо, надо чуть-чуть факты знать и все. А ложь очень трудно, тем более есть интернет, и все факты можно легко ролик сделать, показать раз, два, три. Поэтому, конечно, у них задача очень сложная, но у них есть ресурс, и они будут над этим работать. Ну, вперед, пускай работают. Аллай, Аслан, за что сдали Тимура Тумгоева? Тимура Тумгоева по беспределу, нарушение вообще этики, закона выдали на пытки и смерть. За что его выдали? Ну, выдали, не знаю за что, не знаю. Не знаю, какая договоренность была у Харьковской прокуратуры, какая договоренность у Генеральной прокуратуры Украины была с ними. Но это было преступление, за которое пока еще, кроме отстранения от должности, нам, по моей информации, пока и не понес никто наказания. Супер Батман, дядя Сна, как вы относитесь к Хаттабу? Недавно слышал такое мнение, что он Че Гевара мусульманского мира. Ну, возможно, да. Я к Хаттабу отношусь как к добровольцу, который защищал нашу страну, который отдал жизнь за нашу страну, за нашу свободу. Но при всем при этом я бы его не стал бы сравнивать с Че Геварой, потому что Че Гевара был преступник по большей части. А Хаттаб в этом плане соблюдал законы и обычаи войны и не переходил дозволенного исламом. Так. Его продал Луценко, говорит сенатор Тимура Тумгоева. Ну, может, не Луценко лично, но Енин такой, Евгений Енин. Вот кто виновен. Он поставил подпись, я видел документы, его подпись стоит там. Киру Яката, Аслан, Саваш. Так, где Киру Яката? Саваш, ассаламу алейкум. Перевод тебе скинули на французском, на твой email? Да, алейкум салам, да, скинули, очень хорошо, ребят, то, что мы организовываемся. На английском языке мне двое человек прислали, на немецком мне быстро человек перевел, на французский перевели. Это просто огромное дело мы делаем, огромное. Это нужно нам всем. Мы должны доносить информацию до иностранцев, до русскоязычной публики. Мы можем ее как-то доносить, хотя очень слабо и до них доносим, до русскоговорящих. Но нам надо доносить до английской публики, немецкой общественности, до французской общественности. Что мы и делаем. Дереш хуйшун. Массально. Ночь антиприкол. Хаттаб не был ваххабитом по сравнению с сегодняшних фанатов. Он был сам простым мусульманином. Совершенно верно. Надо понимать, что Хаттаб приехал, он разговаривал с Дудаевым, было какое-то интервью, и он говорит, что Дудаев сказал, что почему нам исламский мир не помогает, почему мы же мусульмане, нам не помогают мусульмане. Когда на это сетовал Джохар Дудаев, Хаттабу он об этом говорил. И получается так, что Хаттаб знал, что президент, лидер этого народа, он был удивлен, что советский генерал такое говорит, и все равно он приехал в нашу страну. Понимаете? А сейчас, сейчас люди называют, некоторые говорят, он там не до конца был на
джихаде, дай Аллах, дай Бог его простит, Господь, но они были неправы. Ну, короче, уже вот такой бред просто уже. Люди, которые вообще ничего не смыслят не только в исламе, но и в многих других вещах. Так, Аслан, знаешь Ахмеда Арслан Алаудин Иорданский, военачальник? Нет, Мансур Дудаев, я не знаю. Ну, по-моему, это чеченец, да, получается, я так понимаю. Так, император 135 мой. Салам алейкум, брат. Раньше им все равно было, кто что говорит, а сейчас твоя такое шумиха из-за тумсов. Все эти объяснения тебе не кажется ближе развала России и мильт йог швюцерь? Нет, мне не кажется, что это поэтому. Больше идет раскрутка. Абдаллах Салам. Аслан, Германия защищает беженцев, но параллельно открыла офис Кадырова. Абдуллах Салам. Нет, Германия не открыла офис Кадырова. Нет, это неправда. Здесь свобода. Здесь ты можешь на законных основаниях делать все, что не запрещено законом. И тебя никто не будет гнобить. То, что Кадыров здесь в Германии не признан преступником, Путин не признан преступником, вина в нас. Мы не доносим это. Вот, если мы доносили бы, да, а то, что какой-то представитель, там человек назвался, открыл, снял офис и назвался представителем Кадырова, он нигде не зарегистрирован, это не является какой-то там структурой в германском обществе, нет. Да, и есть какая-нибудь там организация, которая, может быть, есть организация, а может просто человек снял офис и все. Ногчи Грозный. Саваш, знаешь, что в Вене 25 апреля митинг против депортации чеченцев? Да, я слышал и всех призываю посетить этот митинг. Вообще, нам надо создавать гражданское общество, нам надо мобилизовываться, нам надо отстаивать свои права. За нас это никто не сделает, понимаете? Для того, чтобы мы что-то делали, мы должны сами мобилизоваться и организоваться. Нет такого, что за нас кто-то будет делать, понимаете, ребят? Дамы и господа, мобилизуемся, собираемся, отстаиваем свои права. Если мы не будем отстаивать, никто за нас наши права отстаивать не будет. Это надо понять. И поэтому мы в таком положении находимся. Не надо воевать с оружием в руках, не надо. Надо просто сражаться за свои права в рамках действующего законодательства. Возможности огромные, потенциал нескончаемый. Мы просто не представляете, какой у нас потенциал. Надо выходить, писать, доказывать, говорить. Все у нас отлично. У нас намного лучше, чем мы могли даже подумать. Все супер просто развивается. Россию давят по всем фронтам. Путинскую Россию, путинский режим просто взяли за горло. И я вас уверяю, это горло будет отпущено только если, за чье горло взяли, он там не испустит, пока не испустит дух, оно не будет отпущено. Наша задача пользоваться ситуацией. Так, извините, мне звонит Саид Амин Ибрагимов. Ему я должен ответить. В прошлый раз мне звонил мой товарищ, я ему не ответил, потому что не узнал номер. А тут я узнал. Алло, алейкум салам, Саид Амин. Хум деша, это прямой эфир, я шок Саид Амин. Амел деша, ашу. Умадуй. Ну, я сейчас в прямом эфире. Я могу тебя, если не срочно, я могу тебя попозже набрать. Мекшдуй? Окей. Дигдута, давай. Давай. Так, это был Саид Амин. Продолжим. Извиняюсь, надо было ответить. Так.
Так, ну, Чичкирит. Арслан Чеченец, дважды герой Иорданского хашемитского государства. Единственный человек, который дважды награжден высшей наградой этого государства. Специально внесена поправка в Конституцию. Круто? Ну да. Салам маршал Саид Амини. Маршал уже все. Я только сейчас увидел. Так. Мирумир, Аслан, ты спрашивал, где есть пример в современном мире живут пасуни. Есть в Киргизии, 20-й хутор. Да-да, я это читал, кстати говоря. Ну, интересно, да. Это государство, да? Киргизии. Мы тоже живем по Сунне. Кто из нас не живет по Сунне? Все мы должны жить по Сунне, конечно. Мы должны соблюдать предписанное нам. Эдуард Мамедов. Согласен, КГБ делает и делает все, чтобы разобщать. А наша задача объединиться всем и работать дипломатическим методом. Подорвать судебно, составлять список и просить накладывать санкции. Совершенно верно. Асланбек Тутаев. Аслан проделывает большую работу, и мы должны ему помогать. Асланбек Дересхуль. Да, надо. Я одному трудно, я вам скажу. Я вам скажу, вот трудно. Так. Так, я сейчас хотел сделать бы одно обращение, и потом надо будет по этому поводу вырезать этот модератор. Надо будет вырезать. Так, 36-я минута, запомним. Мы делаем карту боев в Украине, да, мы все уже, вы уже в это влезли, некоторые, и уже мы у нас делаем. Так вот, вот эту карту боев Украины нужна информация, подробная информация. Например, место боестолкновения, которое вам известно, да, есть в сети разные информации, но я боюсь, что это будет не совсем точная информация. Присылайте мне, пожалуйста, информацию о месте совершения преступления, и, например, удар по рынку, да, по Грозному, по Джахару нанесли в начале Второй войны. Нам нужно как можно больше собрать этой информации. Мне нужна ваша помощь. Поэтому присылайте, пишите или под комментариями, кто участвовал, количество участников боестолкновения, день, дата боестолкновения, потери, количество участников и также, например, массовые какие-нибудь преступления, попадание ракеты по рынку Грозному, роддому, мечети, автовокзалу. Вот это все надо скомпоновать и передать человеку, который уже занимается нашим этим. Карта боев в Чечне. Карта боев и другие важные моменты, которые мы должны нанести на эту карту. Так, салам алейкум, алейкум салам. Так, я перелистываю, господа. Ассалам алейкум, брат. Как избежать смуты между войнахами? По содействию, брат, ради Аллаха. Алейкум салам. Да, мы избежим, не будет никакой смуты. Уже чуть-чуть на спад пошло это дело. Я вижу с обеих сторон уже меньше оскорблений. И, тролли продолжать будут писать, но мне кажется, уже нормальные люди, которые не тролли, не платные, они уже как бы потихоньку вышли из этого, а тролли их на самом деле, их задача просто создать волну, и уже должны остальные просто завестись. Волна сбита, и я думаю, все будет нормально. С ингушской стороны выступали, я видел, люди делали разные заявления и так далее. Поэтому, слава Богу, все пошло на спад. Все пошло на спад. Так. Я бы хотел сейчас сделать одно интересное, важное заявление. Я вот оставлю под этим видео ссылку на этот канал. Канал называется Евгений Кошарный. Евгений Кошарный True Story называется. Прошу, если, Евгений, ты тут, закинь ссылку на этот канал. Если нет, то я ее под этим видео оставлю. Всех призываю подписаться. Это наш украинский друг, который
очень много дела сделает для нас и для Украины. Так что подписывайтесь, господа хорошие. Так, перейдем дальше к вопросам. Кризис 100 лет Похагьяуна воевать, зачистить хочет на ЧГДРК. Евгений Вольнов. Стороны Ичкерии против этой несправедливости, ведь многие мои односельчане ждут этого дня, чтобы не пролилась кровь. Какие будут решения, как думаешь? Не знаю. Не знаю, что сказать. В чем заключается вина людей и на что руководители Ичкерии? Не понял. Так, инженер-конструктор, просто Магомадов. В Ютубе есть видео. Он не ко мне. Джордж Орвелл, первый мировой лидер, признавший Чечню внутренним делом России, Саддам Хусейн. Да, я помню, как мы фотографии Саддама Хусейна, да вот он такой сякой, да, что вот его бедного, он напал на Кувейт и убивал братьев своих мусульман, а мы, обманутые российской пропагандой, вот эту информацию потребляем. И я помню, на машинах были фотографии этого Саддама Хусейна. Так. Асланбек Тутай. Украинское общество просит меня узнать, где можно достать флаг Ичкерии. На eBay можно посмотреть, мне кажется. А вообще надо нам это достать. И было бы хорошо, эти флаги я бы мог бы тоже распространять через свой канал. Флаги, символику. Нам это надо делать. Очень надо. Так. Основная Европа и Америка в курсе, что в Украине есть российские войска, Степной Волк говорит. Конечно, в курсе. Из-за этого и санкции. Аслан, Нохчи антиприкол. Аслан, думаю, Муслим Чуберлоевский и остальные бывалые ребята, которые сейчас в Украине, могли бы многое рассказать о боев в Черии. Да, конечно, я буду у них тоже доставать информацию, но мне это даже можно собирать, эту информацию на наших там ресурсах, на чеченских ресурсах, которые собирали бы, мне бы это собирали бы, присылали бы, это была большая поддержка, как тот же перевод, который вы делаете. Надо организоваться, кто-нибудь там из молодых мог бы собраться, выискивать эту информацию, потому что русским сайтам доверять категорически нельзя, а вот на наших там сайтах, на наших ресурсах, в том же Фейсбуке и других сайтах, можно было бы находить и собирать эту информацию и потом уже передавать ее в нужное место. Мне передавать, и я бы ее уже отправлял бы куда надо. Так, я извиняюсь, перелистываю. Так, флаг Ичкерии можно заказать на AliExpress, говорит Черси Стайл. Махмуд Сунжинский. В момент удара по рынку в Грозном я находился почти в самом эпицентре взрыва. Чудом остался жив. Ужасное было зрелище. Да, Махмуд Сунжинский, это был акт геноцида, массового убийства людей по этническому признаку. Это был такой ужас. Они каждый раз делают. В Первую войну тоже делали. Перед тем, как войти, они максимум наносят удар, мощный удар наносят, чтобы людей ввести в ужас, в шок. Так, Ипполит Матвеевич, Дервишев чеченцам грозит смертельная опасность. Сильный анализ происходящего и его последствий для нашего народа. Баркал за труд. Да, если Адам смотрит, да, я присоединяюсь. Так, граф-мыслитель. Аслан, как думаете о привычке, которую мы не замечаем, когда по телефону говорим «давай»? Да, это у меня такая же тема. Да, это плохая привычка. Надо говорить по-другому. Евгений Вольнов. Модератор, донесите мое сообщение до него по-братски. Какое, Евгений Вольнов? А я в этот момент на автобазе, говорит, Нохчи Ичкериец. Вот давайте, кто из вас молодой? Пацаны, молодые, кто у вас есть? Давайте, мне нужен 1-2 человека помощники. 2-3 человека помощники. Кто из вас возьмется? Давайте, я обращаюсь. Вот сейчас смотрят почти 400 человек нас. Что среди 400 человек не найдется и девушка, и парень, без разницы. 1, 2, 3 человека.
который возьмется собирать эту информацию. Мне нужна помощь. Я физически не успеваю. Я сегодня писал один текст, и вот я только-только вот его отложил, я его еще не закончил. И вот сел сюда. Сейчас с вами поговорю, надо кое-что тут доделать и садиться дописывать текст. Я думаю, за сегодняшнюю ночь я его допишу. После того, как я его допишу, ну, может пораньше. Потом надо сделать еще один там ролик. Ну, чтобы вот эти пропагандисты из Чечни тоже как бы не расслаблялись. А то им деньги платят, а они, короче, останутся без дела, если мы тут не будем. Так, брат, ассаламу алейкум, чуть опоздал. Подскажи, в чем помощь нужна, старик Натаныч? Нужна помощь для сбора информации по месту боев, месту массовых преступлений. Кто из вас готов, напишите под этим видео комментарий. Я готов. Или там напишите мне e-mail. Да, у меня есть в этом под описанием. Напишите мне, я готов. Готов взяться. Вильпес инкульта, Аслам, может, все будут тебе помогать. Ну, надо бы. Ребят, я это делаю для нас. Я это делаю для всех нас. Поэтому должны все задействоваться. Все. Это доход не приносит, но без нас, без вас я не справлюсь. Так, степной волк, повинуйтесь Аллаху и его посланнику и не припирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Аль-Анфаль. Совершенно верно, мы повинуемся нашему Господу. Счастливое время. Слава Ичкерии Украины. Героям слава. Ассаламу алейкум, приветствую всех. Джахар Дудаев на связи. Так, ва алейкум салам, Джахар Дудаев. Все будет Украина. Правильно. Так. Аслан, ассаламу алейкум, аш дурвик алгачур. Алик война. Ва алейкум салам, Алик. Так. Какой у меня ник в Инстаграм, говорит, Нохчиборс. Нохчиборс, в описании все написано. Реалити Аслан Арцуев у меня ник в Инстаграме. Дейрейс хуй, старик Хатанч. Ва алейкум салам, Аллах ахту бойлас. Дейрейс хуй. Так. Вы не забыли, друзья, что у нас будет, возможно, марш, пеший марш. Давайте сделаем перекличку. Вы готовы к пешему маршу? Кто готов выступить на пеший марш по привлечению военного и политического руководства России к уголовной ответственности? Мы должны будем в случае, если нам ООН откажет принять, заставить, предложить Международному уголовному суду принять производству дела о военных преступлениях, то мы должны будем провести этот пеший марш. Не забываем, господа хорошие, не забываем. Туман Кавказа. Кто такой Нахаев? Ты знаешь? Да, знаю Нахаев. Слышал, точнее. Я лично с ним не знаком. Евгений Вольнов специально игнорит. Нет, если ты про меня, я ничего специально не игнорю. Ничего. Вот Черси Стайл. 11 января 2000 года был удар по Грозному. Удар по центральному рынку города Шали. Больше 200 погибших. Вот Черси Стайл. Вот от тебя мне нужна эта информация. Дата есть, 11 января. Когда погибло, вот это все, если ты мне распишешь, это будет отлично. Вот, смотрите, тем, кто сейчас поступают жалобы, что я кого-то игнорю, пропускаю. Вот, поступайте как Алд. Аллаху Акбар. Не надо конкретную сумму, минимальную, там, рубль, чтобы я просто увидел. Чтобы было видно, что... И потом, чтобы жалоб не было. Вопросов много, я отвечаю там минуту-две на какой-то вопрос, и потом все уходит вниз.
Так, 21 числа очередная годовщина гибели Джохара Дудаева. Аллах Гешдольцум. Да, я помню этот день как сейчас. Я ехал тогда в такси. В Санкт-Петербурге я был уже в 96 году. И я по радио услышал, что Джохар Дудаев, первый президент нашей страны, погиб. Был подло убит российскими оккупантами. Так, опять я перелистываю. Так, Аслан, человек уже час спрашивает о Борисе Немцове. Что думаешь, Ичкерия Лайв? Ичкерия Лайв, я говорил раньше о Борисе Немцове. Борис Немцов был самым адекватным, с кем можно было вести переговоры, который нас мог бы устроить, наше государство мог бы устроить. Это не был таким симулякром и КГБшным продуктом, как Навальный, который специально создан. И если бы не убили бы Немцова, то у Навального не было никаких шансов. Именно для этого, в том числе и для этого, был устранен Немцов, чтобы симулятор, искусственно созданный в пробирках КГБ, ФСБ, политик, так называемый симулятор, так называемый политик, симулятор Навальный сейчас стал. И Навальный нам еще принесет очень много бед, я вас уверяю. Ну, если, конечно, дойдет до того, что он что-то там, и русские сами его, если не потеснят и не приведут в порядок. Так, я был на центральном рынке, старик Хатанч, я был на центральном рынке в центре Грозного. У меня день рождения 21 октября. Мы с мамой покупали торт, были практически в эпицентре. Это была просто чудовищная акция, после которой Кремль не ответил. И не ответит, если мы не привлечем к ответственности. Все зависит от нас. Олег Станкевич, Борис Немцов был смелым и честным. Да, был смелым и в большей степени, конечно, честным, чем, ну, по сравнению, что есть, конечно. Так, 400 человек смотрят, а лайков мало. Покупайте билет на старом за лайк. Покупайте билет на... Да, совершенно верно, Марк. Рад тебя видеть. Так, Игорь Микеладзе. Правда, что Кадыров спасает чеченских детей из ИГИЛ? Или он пиарится на этом? Ну, пиарится и спасает. Ну, не из ИГИЛ, там, из ИГИЛа ему никто не отдаст. А вот уже где вот российская авиация прошлась, где там поубивали людей, или где курды. Ну, российская авиация с ИГИЛом не воюет, по идее. Российская авиация воюет с антиасадовской оппозицией. Разная там есть, да, там есть демократического направления, есть такая. Вот демократического он особо не боится, а вот с недемократической он нещадно бомбит все живое. И вот когда попадаются дети, и их там забирают, родители, у которых погибли и так далее, вот этих детей, да, они вывозили. Было такое очень там распиаренная такая акция была. Уточню кое-что. Чеченцев не волнует, что другие народы думают об Ичкерии, говорит Ичкерия Лайв. Даже если все народы Кавказа будут против, это не имеет значения. Ну, не имеет значения, я не понял. Что ты имеешь в виду? Ну, я с тобой согласен. Как говорится, не читал, но согласен. Евгений Гор, Аслан, привет. Сколько конкретно погибло женщин, мужчин, детей? Власти все замалчивают. Всю статистику войн, Чечении, истребления народа в Ичкерии, светлая память убиенным героям. Спасибо. Евгений Гор, по нашим данным погибло более или около 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, всех национальностей, там не только чеченцы, и 42 тысячи детей. 42 тысячи детей. Десятки тысяч, более 26 тысяч человек незаконно осуждены у нас на большие, на длительные сроки. Но мы пережили страшный геноцид на глазах у всего мирового сообщества. Я это не устаю повторять и буду, пока во мне
и теплится жизнь, буду это повторять и доносить. Мы пережили геноцид, и продолжается до сих пор. Тяжелейшие условия находятся, сейчас граждане Ичкерии находятся в тяжелейшей оккупированной стране. Алексей Митрофанович, Аслан, если ты юрист, ответь, если я не подписал документ, то можно подделать мою подпись? Что ты имеешь в виду? Подделать подпись, конечно, можно. Для этого юристом быть не обязательно. Конечно, можно подделать подпись. Есть некоторые подписи, которые нельзя установить, что это ваша подпись. Например, делают такие подписи специально легкие, что в случае даже, когда ты что-то делаешь, потом экспертиза не может доказать, что это именно ваша подпись. Там имеет, ну, поэтому некоторые специально делают простые подписи, ну, особенно кто имеет такие преступные навыки. Так, Адам Борода, Аслан, ассаламу алейкум. Если я тебе отправлю ссылку петиции насчет брата, которого задержали, можешь распространить у себя? Ва алейкум салам. Пришли, посмотрим, что за петиция. Конечно, мы можем распространить. Если нужна помощь, мы всячески, конечно, будем это делать и делаем постоянно. Так, инфо. Ассаламу алейкум, Аслан. Я на работе слушаю твой эфир как радио через наушники. Ва алейкум салам, инфо. Так. Аслан Магомедов, как сказать, спасает это тюрьмы находятся в Ираке, там 3000 девушек с России, и эти тюрьмы под давлением власти России, также там дети, эти лагеря. Если Кадыров хотел бы, он бы сразу всех вытащил. Конечно, если бы, ну Кадыров хотел бы, нет, там все Россия решает. Им не нужны эти люди, понимаете? Им не нужны эти люди. Они, когда сюда приедут, это представляют жалости, сострадания, вообще ни у кого ничего нет. Это можно забыть. Эти люди ничего не делают ради жалости или сострадания. Но для пиара одного-двоих спасти, там, 10 спасти, да, это делается. Конечно, делается. Так, Аслан дерзкий. Ассаламу алейкум от чеченца. Масайгу алейкум салам. Олег Станкевич, а известны цифры сидящих в концлагерях Российской Федерации по итогам войны, российско-чеченской войны? Ну, скажем так, до сих пор сейчас продолжаются аресты, посадки. Не так, конечно, как раньше это все было. В начале Второй русско-чеченской войны судов в Чечне, на территории Чечни самой не было. Судили в Ставрополе, в Ростове, еще в Владикавказе, по-моему, если не ошибаюсь. И вывозили туда судьи как так называемые, кто относились к Чеченской республике, находились. Они находились на территории Ставрополя и Ростова, и там судили. Но я скажу, что 25-26 тысяч за период с 2000 по 2005 или 2006 год было посажено. Сроки давались от 10 лет. Вот так вот. Так, ассаламу алейкум, Парвиз Асхин. Аслан, алейкум салам. Так, сейчас ответю, сколько человек погибло при атаке на рынок Джохара. Я сейчас не скажу, Марк, сколько погибло, но вот, может, кто-нибудь напишет, напишите, кто помнит точную цифру. На рынок там, ну только не на один рынок был, там по роддому нанесли удар, 7 новорожденных, по-моему, или 17 новорожденных погибло, если я не ошибаюсь, ну я могу путаться, потом по мечети и по автовокзалу, по скоплению людей, короче, 4 ракеты было запущено, земля-воздух, по-моему, они назывались, ракеты. Так, ассаламу алейкум, Аслан. Как думаешь, Запад действительно заинтересован в независимости какого-либо народа Северного Кавказа? Тебе не кажется, что их устроит только секулярный независимый Кавказ без ислама? Ну, я не знаю, что ты вкладываешь в секулярно независимый Кавказ, но, алейкум салам, я считаю, что Запад заинтересован в своих интересах. Надо быть честным, объективным. Никто ради чеченцев, дагестанцев, там, ингушей, никто ничего делать не будет. Это надо понимать. Мы должны сами добиваться и строить то, что мы хотим строить, учитывая ситуацию, которая на сегодняшний день складывается. Поэтому мы должны всячески, всеми силами
добиваться, пока есть ситуация, да, пока располагает сложившаяся ситуация, мы должны вести свои интересы, должны продвигать всячески. А что мы делать будем, это все зависит от нас. У нас огромный потенциал, еще раз, миллион раз говорю. Так, Аслан, сделай экспликацию к ролику политолога Адама Дервишева. Что ты имеешь в виду? Сложное ты слово мне сейчас задал. Джонни МакКаллистер. Аслан, ты сотрудничаешь в iPhone? Нет, я не сотрудничаю с iPhone. Нет, конечно. Говори, Матео, напиши на mail, как и где взять паспорт Ичкерии. Так, у меня вот на канале, вот я там вывешивал, где можно сделать. На чеченpress.com можно сделать. Там есть ссылка. И пошаговая инструкция, как можно получить паспорт Ичкерии. Так что вот так вот. Так, Алексей Митрофанович, ну, я имел в виду, без моей подписи сняли деньги с моего счета. Когда я проверил, там была другая подпись, и по закону надо доказать, что это не моя подпись. Конечно. Если это... они не знали, что это твоя подпись. Да, конечно, ты можешь это доказать. Другое дело, вернут ли тебе. Ну, доказать, если не твоя подпись, конечно, может. Ты предоставишь паспорт, на котором есть твоя подпись. И это уже будет являться доказательством. Так, Аваров. Ассаламу алейкум. Как ты относишься к тому, что Мансур Старый говорит в адрес аварцев? Алейкум салам, Аваров. Я категорически отрицательно отношусь к любому оскорблению любого народа поголовно. Если виноват аварец, виноват чеченец, называй его имя или группу эту социальную, или какую там либо группу, которая виновата в этом. Но народ оскорблять никому нельзя. Я к этому отношусь плохо. Это личное дело каждого, я к этому отношусь плохо. Так, Амир Нальгиев. Аслан, как думаете, какая обстановка будет в Дагестане, если Ичкерия будет воплощать свой проект на деле? Какие ваши прогнозы насчет Дагестана? Просто мне очень хотелось бы, чтобы наш народ, чтобы наш народ поддержал вас. Ну, я не знаю. Я сейчас потерялся. Вот мне сейчас задонатили, и я вот потерял ваш вопрос, потому что я был, по-моему, далеко. Я не знаю. Так, я отвечу Алт. Когда интервью с кем-нибудь из правительства? Алт, Делса Дойль. Интервью я хотел бы вообще провести, если Адам Дервишев смотрит, я бы хотел бы с Адамом Дервишевым поговорить. И вообще, да, уже пора делать интервью, но я просто физически не успеваю просто некоторые вещи. В скором времени будет. Так, Эдуард Мамедов задонатил. Спасибо, Эдуард. Эдуард, пиши вопрос, раз уже задонатил. Так, Адам Дервишев показался мне разумным человеком, говорит Олег Станкевич. Вчера впервые его услышал, до этого не знал. Да, Адам Дервишев владеет французским, английским, арабским, русским и в совершенстве, на великолепно чеченским языком. Я с ним, когда разговариваю, он не употребляет ни одного слова русского слова, общаясь на чеченском языке. И я узнаю от него слова, которые я даже не знал. И он мне постоянно говорит, это слово значит это, даже в разговоре. Адам очень мудрый опытом, мудренный опытом человек, жизненным опытом мудренный. Имеет 2 или 3 высших образования. Что еще по Адаму сказать? Очень аналитически, четко мыслит, хорошо излагает, с характером парень. Поэтому Адам, да, молодец. Так что вот так вот. Так, Адольф Чечен СС. Аслан, дай раскладку по тому, что сказал Адам Дервишев. Я так думаю, что вы не хотите исламские суды шариат, это неправда. И в Ичкерии. Почему Адам обвиняет мусульман и не террористов? Адольф Чечен СС. Человек с именем массового убийцы, преступника,
который позиционирует себя мусульманином, ты этим не только чеченцев дискредитируешь, но и мусульман сейчас выступает за мусульман. Вот ты называешь террористов, которые меньше убили, чем Адольф Гитлер, ты их называешь кого-то террористом. Хотя Адольф Гитлер был таким же террористом, таким же преступником. Да? Мы не против ислама, мы не против шариатских судов, но мы против того, чтобы наше государство, которое не имеет никакого на сегодняшний день потенциала, возможности построить шариатское государство, чтобы какие-то неучи, которые не до конца знакомы с исламом, которые принесли нам бардак в страну. Мы должны получить место в ООН, чтобы нас признали все государства, подготовить много лет народ, подготовить судебную систему, подготовить народ, который знает это все. И только потом провести референдум, это изменение конституционного строя, у нас конституция совсем другая. А шариатские суды там на какие-нибудь отдельные, там, семейное право, это может быть какие-нибудь там уголовные статьи в этом деле. Конечно, шариат должен быть, и мы живем по шариату, наша конституция не противоречит исламу. Мы мусульмане. Когда вы задаете такой вопрос, такое впечатление, что Адольф СС больше мусульманин, чем я. Или тот же Адам Дервишев, который знает, читает на арабском Коран, знает свою религию, который много-много лет провел в разных ситуациях свою жизнь, который многое осознал, который прекрасно анализирует ситуацию. И когда ты такое заявляешь, получается, что ты мусульманин, а вот мы не мусульмане, и вот все, нас только вот нам отрубить голову и все. Нет. И он там не говорит не про террористов, не про мусульман, он говорит про сам проект, как это все зарождалось. Это очень тонкий анализ. И он был, конечно, скомпонован специально, чтобы можно было его в таком виде, чтобы он не на час, не полтора прошел. Он должен был в сжатом виде преподнесен вот для зрителя, чтобы вы анализировали и ни в коем случае не считая нас какими-то врагами. Адам, а ты читал Адольф СС Коран на арабском языке? Ты владеешь арабским языком? Если ты владеешь, то ты можешь пообщаться с Адамом. У него есть в Фейсбуке свой аккаунт. Конечно, ты можешь с ним пообщаться. Так, Адольф Чечен СС. Аслан, но ведь шариат это и есть судебная система. Как вы хотите строить государство, если основано не на законах Аллаха? Тогда какой резон менять правительство России на Ичкерию? Вот и все, что тебе следует доказать. Конечно, оставляй как есть тогда. Вот и что и следовало доказать. Вот ты сейчас только что сказал вот суть. Какой резон менять правительство России на Ичкерию? Вот и все. Вот ваша суть. То Кадыров делает очень много. Оставайтесь тогда. Зачем вы тогда? Вместо того, чтобы на нас набрасываться, задумались бы, может эти люди тоже какую-то работу делают, может она какой-то результат приносит. Какой результат вы приносите? Скажите вот такими речами. И зачем на нас? Я на вас не отвлекаюсь. Я отвлекаюсь там на путь. Я не говорю про Кадырова. Кадыровцы по большей части на самом деле из нашего народа такие же пострадавшие люди, как и весь наш народ. Большая часть кадыровцев, не говоря верхушку какую-то, которая в этом есть. Но при всем при этом мне эта верхушка и оккупационная власть меня не устраивает. Ты не видишь между нами разницы. Между свободными людьми, которые тебе объясняют, что надо построить государство, надо получить место в ООН, надо открыть во всех государствах дипломатические представительства, завести, подготовить людей, в конце концов дать вздохнуть нашему народу. Легкие набрать воздух, подготовить молодежь, получить медицину, образование, науку, исламские науки. Все это нам надо сделать. А так взять, короче, сказать, нет, мы объявляем это. Так, мы объявляем там шариат, и в противном случае вы ничем не отличаетесь от России. Вот вся суть твоего сказанного. Если мы ничем не отличаемся от России, живи в своей России. Не оставь этот ислам в покое, он к тебе не имеет никакого отношения.
Аслан, мне не нужно государство, которое противоречит или не основано на законах Аллаха. Именно Кадыров тогда следует больше, чем вы. Свободны от законов Аллаха, и причем тут он. Пример Саудии. Так, Адольф Чечен СС. Ты провокатор. Я призываю забанить этого человека. Он раскрылся потихонечку, потихонечку. Вот эти люди своими никами дискредитируют и чеченцев, и мусульман. И потом нам бросают: ах, вы против ислама, вы против этого, вы против того. Нет, уважаемые, мы мусульмане, и это, мы от этого не отказываемся и не откажемся, не в угоду кому-либо. Но мы просто хотим прийти к тому, чтобы не как там кто-то там бегать 50 лет с автоматами по горам, а сделать нашу страну большой, процветающей, которая принесет много пользы, чтобы наши молодые ребята не гибли. Больше войны мы не будем делать. Мы будем делать сейчас, у нас все есть. Мы будем отстаивать свою государственность на юридическом поприще, в соответствии с дипломатическими отношениями. Вот так мы будем добиваться. Мы хотим, чтобы наша молодежь дожила до старости, чтобы она растила внуков, чтобы наши молодые ребята видели своих внуков, чтобы они передавали опыт свой, который у них есть. Понимаете? А не так, ничего не узнав, погибнуть. Так, Эдуард Мамедов, призываю всех не стесняться помогать Аслану в этой тяжелой работе. Так, спасибо, Эдуард. Аслан, они тебя троллят, просто скажи им, пошли, как найти. Нет, так мы не будем говорить, конечно. Так, Нохчи Ичкириец. Аслан, оставь этих комнатных ученых ислама, которые не видели ничего в своей жизни и не видят дальше своего носа. Ну, надо отвечать. Мы не боимся никаких вопросов. Мы открыты, мы честны, мы стоим за правду. Нам нечего стесняться. У нас есть железобетонные доказательства для любых. Как для наших врагов России, как для коллаборантов, также и для наших оппонентов, борющихся, как и мы, видящие нашу страну свободной. Но только мы по-разному будем доказывать. Этим врагам, оккупантам мы будем доказывать так, человек, который на нашей стороне, который видит также, искренне видит, который не просто хочет там нам гадость сказать, а реально, если он видит свою страну независимой, хочет ее видеть свою страну независимой, мы будем по всем нашим чеченским обычаям со всем уважением доказывать и разъяснять этим людям. А вот этот, как выяснилось, оказался Гитлер СС, оказался, ну, он везде пишет от имени чеченцев, мусульман, и как он оказывается, он дискредитирует, и еще оказался он из коллаборантов. Ну, обычный предатель. Вот и что и следовало доказать. И таких очень много встречается. Так, я перелистываю, ребят. Так что, так, Дени Бичаев. Аслан, ответь, пожалуйста, этот паспорт Чирии, он действует в Европе или это просто корочка? Это документ, ну как сказать, это не является документом, в котором вы можете совершать какие-либо действия. Но это способствует, этот паспорт выдается, он регистрируется, и этот паспорт, и сколько выдано документов, это как бы тот же референдум чеченцев, сколько выдано документов, мы можем сказать, например, правительство в экзиле, Ахмед Закаев может сказать, что вот я выдал, например, 100 тысяч паспортов чеченцам. Все, это будет уже аргумент, когда он где-то будет говорить. Да? Мы должны собраться, ребят, еще раз говорю, мы должны собраться, мы должны стать уважаемой себя, и чтобы нас уважали единицы. Так, салам из Мариэл, салам из Йошкар-Олы, Саша Гаврилов. Салам, Саша Гаврилов. Так, Ева Грин. Постоянно удаляете вопросы. Аслан, сделайте замечание модерам. Замечания вам, модеры. Так, инженер-конструктор. Аслан, молодец. Будем выявлять беспощадно врагов Ичкерии. Правильно, инженер-конструктор.
Так, Москва сразу не строилась. Ассаламу алейкум. Совершенно верно. Так, Джордж Орвелл. У меня сосед был афганец в Швеции с длинной бородой. Все время мне втирал, что Швеция кафирская страна. Один раз я заметил, что он... Ладно. Старик Хатанч. Аслан, недалеко от Первомайки есть кладбище русских. Когда я был маленький, видел, как там несколько людей выкапывают свежие могилы и фотографируют. Позже и до сих пор эти фото в сети как геноцид. Да, это надо, конечно, эти вещи надо писать, разоблачать. Ребята, это огромный труд работы. Нам всем надо заняться этим. Это очень интересно, это очень полезно, и это все останется. Сейчас такое время, в интернете что ты выкладываешь, это останется на века. Господа. Так, Евгений Кашнари, True Story, Reality. Аслан, мы с вами общались, скажите ближе к концу стрима о моем канале. Евгений, я, кстати, сказал, и еще раз напоминаю, про канал Евгения Кашнари True Story. Вот я вам сейчас его даже покажу. Так, сюда. Вот, смотрите, господа. Короче говоря, вот этот канал, это наш человек. Подписывайтесь на этот канал. Я как бы не смогу вам четко его показать, но это вот. Евгений, закинь, пожалуйста, ссылку на свой канал сюда. Так, далее. Опять перелистываю, так что извиняйте. Так, Степной Волк. Адольфа Гитлера финансировал Джордж Буш-старший. Личные его слова. Ну, может быть, речь о Буше отца вот этого старшего. Он был каким-то финансистом. Может, о нем. Эмир Исламович. Аслан, разве наши предки не умирали за то, чтобы был в Ичкерии шариат, а не секуляр? Вот еще один. Мы должны получить сперва свободу, правильно, да? Если враг пришел, сперва надо взять автомат, да, сперва обуться, взять автомат, выйти на улицу, найти этого оккупанта, прицелиться, выстрелить. Все же делается поэтапно, правильно? А что вы предлагаете? Просто вот сейчас сидеть тут и размышлять о шариате, а у вас есть народ, который знаком с этим шариатом? Или вы просто придете и скажете, вот я ваш правитель, как Аль-Багдади, который объявил себя правителем, все, подчиняйтесь мне. А кто не подчиняется, того массово убивать. Нет, дорогие, у нас есть конституция, и наши предки, которые, недавние предки, которые еще до сих пор есть живы, они нам написали эту конституцию, по этой конституции объявили государство, воевали, победили, и мы будем придерживаться нашей конституции. У нас есть закон, мы будем придерживаться нашего закона. Все. Хотим мы шариат, хотим мы там вводить что-то, у нас будут шариатские суды, что семейное право полностью будет подчиняться нашему шариатскому праву. Некоторые статьи Уголовного кодекса тоже будут подчиняться шариату. И потихонечку мы должны подготовить, привести народ к этому, подготовить полицию, подготовить суды. На это десятилетия надо, 10 лет, 15 лет, 20 лет для этого надо. Давайте вот, когда у нас все это будет, когда у нас народ будет готов и будет просить, мы выйдем, проведем референдум в соответствии с нашей конституцией. И вот тогда мы перейдем на шариатскую форму, полную шариатскую форму правления. Когда мы сможем сосуществовать в этом, посчитаем все плюсы, минусы, что нам выгодно, что нам невыгодно и так далее. Поэтому просто так дилетантски вот заявлять это, мне кажется, это не совсем верно. Так, Эмир Исламович, Аслан, правитель может быть и президент, у нас своя геронтократия старейшина. Вот я только за шариатские суды, где не противоречит исламу закону. Ведь в Чечне сейчас 96% мусульман. Ну, твое право, но у нас есть конституция, мы должны будем с ней считаться. Джордж Оруэлл. Чистый шариат несколько раз менял разные правители под свои выгоды. Если соблюдать чеченские адаты, это и есть шариат. Так, Волк морской. Здраво рассуждает, Аслан. Так, Роман Петров. Аслан, как вы относитесь
участию чеченцев в войне на Донбассе с обеих сторон. С одной чеченцы, Роман Петров, участвуют только на одной стороне. Это на стороне Украины. На стороне оккупантов участвуют российские люди, которые кто-то, может быть, говорит на чеченском языке. Но их уже давно там не слышно. Так, ну, Аслан, инах шариат хирош, хокигвеш, хюгер ладуш беш, бирертош терду. Так, мне ночью антиприкол говорит, и я с ним полностью согласен. Аслан, эти люди, которые говорят про шариат, специально тебя тут провоцируют, чтобы разделить людей на тех, кто смотрит. Где-то я что-то скажу, кому-то что-то не понравится, кто-то начнет не вдаваться и скажет, это какой-то такой-то. Да, поэтому не отвечать я тоже не могу, с одной стороны. С другой стороны, конечно, я должен четко нашу позицию, свою позицию, да, это моя личная позиция и моих товарищей. Я ее должен, конечно, говорить. Ну, будем поменьше, конечно, на них обращать внимание. Макс Гартнер. Ассаламу алейкум, Ажири. Витаю, хунта. Надо вернуть государственность. Каким будет государство, будем думать и делать, когда мы наладим все остальное. Ва алейкум салам. Правильно, Макс Гартнер. Нет, адаты это не шариат, говорит миру мир. Нет, наши адаты в соответствии с шариатом. Никаких других адатов у нас никогда не было. Так. Аслан, не отвечай по теме шариат, как найти. Ну, я уже достаточно ответил, я думаю, я больше уже можно не задавать эти вопросы. Так, это путинские травматчики провоцируют шариатом, Джордж Оруэлл. Да, конечно. Старик Хатанч, Аслан, не обращай внимания на тех, кто попусту занимает время. Чуть выше по-братски зачитай. Где чуть выше? Ты знаешь, мне это тут искать? Я могу сказать то, что по поводу вот... Ладно, сейчас это уже проехали. Аслан, вопросы на религиозную тематику лучше оставь. У всех свои ошибки, свое понимание религии. Потом разберемся. Занимайся своим делом, не поддавайся на провокации. Добрый человек. Аслан, есть так называемая новая Центроюрт. Эти земли входили в Бердыкель. Кадыров отнял эти земли с оружием и отдал центроюрту. После того, как придет конец этому режиму, будут ли приняты решения? Конечно, будут. Добрый человек. Все в соответствии с нашим законодательством. Все решения, которые сегодня принимаются оккупационной марионеточной властью, не являются действительными, не имеют юридической силы. Шариат. Путь, образ действия, говорит Степной Волк. Так. Аллах не меняет положение, пока мы сами его не поменяем. Надо создавать причины, а результат за Аллахом. И не Россию ставить противовес Всевышнему. Опомнитесь, муж, у вас мозгов нету, что ли? А не Россию ставит противовес Всевышнему. Так. Телпранк. Аслан. Так это излюбленная тактика русских бить артиллерией по всему и вся перед наступлением. Потом армия уходит дальше, а в захваченное село ходят менты. И то, что ракеты неточные, знает весь мир. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Так, Джордж Оруэлл. Аслан, я был среди многих мусульман. Клянусь, младший брат перед старшим удалил. Ва алейкум салам, вежди, галгай маш дуэль. Рустам Шарипов. Аслан, что можете сказать про журналистку Анну Политковскую? Анна Степановна Политковская, герой чеченского народа, награждена высшей степенью честь нации. Единственная женщина, не чеченка, удостоенная этой награды, которая пожертвовала, кстати, еврейка по национальности, ну там она наполовину, тут она положила свою жизнь за правду и справедливость и своего
российского народа и нашего народа. Мне глубоко больно вспоминать ее. Я ее один раз встретил в аэропорту Внуково. Я когда ее увидел, она шла как раз к машине, ее там кто-то должен был забирать, я увидел, я говорю: Анна Степановна, вы на машине, вас встречают, давайте я вас подвезу. Но она была в таком положении, что доверять никому нельзя было. Она сказала: нет, спасибо, не надо. Я потом видел, ее кто-то встречал. Я ей сказал: я вами очень горжусь, спасибо вам. Она молодец, она молодец. И я уверен, и мы отдадим еще почести ее, дань уважения ей, назовем честь ее имени, улицу в Джохаре, иншаллах. Да, Анна Политковская, конечно, была, она сделала очень много. Анна Политковская и Наталья Истемирова, которая снабжала ее этой информацией, которая находилась на месте именно в Чечне, рискуя жизнью, которая также погибла, которая также достойна этого звания. Вот что я сказал бы по Анне Политковской. Да, ее убийство, говорит Чингис Агдалов, было подарком для Путина. Да, ее убили в день рождения Путина. Это было убийство, принесли в подарок по своей прозаведенной традиции. Юсуп Хаджи Тимирханов был отравлен, предположительно отравлен, убит в тюрьме на день ВДВ, подарок Шаманову, ну и всем этим бандитам, десантникам. И вот так они делают, часто они так делают. Так, модераторы, не блокируйте сенатора не блокируйте всех подряд. Я прошу быть более сдержанным. У нас здесь демократия, мы свободные люди, и поэтому мы терпим даже острые вопросы, и все нормально. Ипполит Матвеевич, Закаев своим указом увековечила имя, переименовал до в печать. Да, я не знал, я не знал. Все, когда мы вернемся, обязательно все сделаем. Горец 06. Ассаламу алейкум, Асан. Хотхаваш с города Агну, Франция. Салам Ашал, духу Галай. Ва алейкум салам, Горец. Вайвежи дук далмула. Цахили ищать. Модер, конечно. Кто у нас тут самый жесткий? Кто? Джохар Дудаев, Чингис Ардалов, Ичкерия Лайв. Кто у нас тут? Это самое. Я не успеваю просто. Я пока